А была страшная картина, как война была. В 1955 году я была беременна на первого сына. Как раз я опаздывала, это дверь пока закрыла. Людей всех выгоняли военные, тут ходили. Выбежала на улицу и на полпути озарило меня просто светом все. И внутри мне показалось, что огонь прошел. И я сразу села и закрыла лицо. А когда открыла, смотрю, люди все лежат. Я побежала к ним. И среди этих людей я тоже села. Сказали, бежите в низину туда, за село. Толчок будет, и волна будет. И когда мы прибежали туда, сказали, бежите назад, газ идет. Двухэтажная школа стояла напротив нашего дома. Оно все сыпалось, стекла все сыпались. И я побежала домой, ни окон, ни дверей, ничего нету, все упало. Посуда, все было у нас в ящике. Портреты, эти зеркала тоже у брата были. Объявляли, все время выгоняли, потом опять загоняли. И так мы жили, наверное, года 2 или 3, как на вокзале. А теперь вот так думаю, когда я вот беременная выбегала, старшего, первого самого сына, а вот его дети, 2 детей, вот старший вот, еще девочка, 27 лет, а ему 31 год, инвалидами сейчас. Они родились так. Мне врачи сказали, мам, надо теперь только терпение надо. Это, мол, это как ее. Потому что на всю жизнь, мол. Такую трагедию сделали, считай. Лишнее, наверное, скажу так. Onda da orası bari korktu, yerдің bari, жұрт bari тоз korktu, мысықты итті көргенде тазы осы басқа бірден келіп қалса тоже қорқамыз, жай машина келіп кетсе біз ойлаймыз бізді келгені ғой деп. Үйде көріп пропало бәрі түсінбеді ғой. Как попало? Быт-жыт болдық, тамам болдық біз. О жылын не аласың әкем соны. Осының бәрі осы қарекақ қойды мінеки бізді. Уф! 49 жылы примерно май айында рабочий өгізбенен ат бағып жүргенде таңғы 3-те көрдім, 2 самолет шығыстан батысқа қарай кетіп бара жатыр. Оның артынан бірдеңе жарқ етеді. Соны самолеттер кетіп қалды, бір уақытта гриптер шықты. Содан көйді жердің астына, как будто бата шыққан сияқты айтып. Содан көйді мүмкін шығарда әлгі ақмақты аспанға тарап кетті. Мен қорқтым. 24-ке әскерге барсам, сонда білдім мен атымдай болып кеткенім. Әскерден келгеннен кейін зырып болды. По нации я говорю, китаец Бан Си Юн Николай Николаевич. Тут семьярская нефтебаза была. Я проработал 21 год, поступил рабочим, на пенсию ушел директором, так я не имею высшего ни технического образования, потому что большая практика. Семья у меня 5 детей, 1 сын, 4 дочери, 8 внуков. Взрывы-то я видел сам.
В то время 9 лет было, я хорошо все это помню. Прилетал самолет, одного офицера оставляли, и вот он нас, взрослых и детей, в яму. А дети такие, дети все на охоту посмотрели. В школу не ходит брат. Сын в банководе, кажется, 2 месяца ездит. Заразился, Каражра называется, угольный карьер. Вот там они вскрытие делали, мы открыли. Я Фелик Мария Ивановна с России, с Волги, в Казахстан, Павлодар. Нас привезли. Первый взрыв был мама, я и эти 2 мальчика. Маленькая избушка, окна мы матрасом закрыли, двери стеганым одеялом. Столик стоял, на столе стоял самовар, и лампа горела, мы сидели, чай пили. Потом как шарахнет эта рама вместе с матрасом полетела в комнату. Косяк с одеялами вылетели на улицу. Лампа не потухла, ни окон, ни дверей. Лампа стоит на столе, горит. И самовар. Мы напугались. Такой гул и как будто ветер. И сначала стал подниматься вот так маленько-маленько черная тучка, а потом разошелся большой гриб. Вот. И так целый месяц испытание было. Эти военные 3 находились у нас в Жертомсуке. Прилетает вертолет из городка, с Курчатова, и бросает узелок. А в узелке написана записка. И чтобы не стоял ни один, а все вниз лицом лежали. Мы работаем, все по-прежнему. Но этот гриб, он долго длился. Постоянно нет, подымется. В 1962 году 1 класс пошел я. Вот со школы у нас выводили в выходные дни, и когда вот грибок, говорит, взрыв будет. И мы выходили, там яма была, мы ложились туда, учителя говорят, ложитесь, лицо прикройте и не смотрите на это, на грибок. А мы пацанами смотрели этот грибок. Белый поднимается, и получается гриб пошел. Метров 50, наверное, а потом расходится. Через 10-5 минут волна их в деревне, стекла, все дребезжит, окна выбивает, печки летят. А потом проходит через минут 15-20, нас говорят, все, взрыв прошел, вставайте, пойдемте в класс. Идем в класс. А потом на другой день приезжают солдаты на кразах с городка и по улицам